Сейчас трудно себе представить, но еще каких-то 10 лет назад на месте этого физкультурно-оздоровительного комплекса в сельском поселении Икажево не было практически ничего, а земля под ним служила для выпаса домашнего скота. Сейчас же это настоящая кузница чемпионов, из стен которой ежегодно выпускаются победители и призеры турниров самого различного уровня. Физкультурно-оздоровительный комплекс имеет общую площадь более 2000 квадратных метров. В этом объекте спорта функционируют такие секции, как плавание, бокс, грэблинг, тэквондо, греко-римская вольная борьба, самбо, мини-футбол, а также просторный тренажерный зал. Визитная карточка учреждения – секция дзюдо с самым большим числом воспитанников в Ингушетии. Тренировки в секции дзюдо для детей ведут тренеры, которые прошли обучение в лучших школах и доказали свое мастерство на соревнованиях. ФОК сельского поселения Икажево осуществляет набор в секцию дзюдо всех желающих улучшить свою физическую форму, развить силу, ловкость, выносливость, быстроту реакций и достичь спортивных результатов. Здесь есть ребята, которым приходится ездить из других населенных пунктов из-за отсутствия условий для занятия спортом там, где они проживают. Я живу в Сурахах, я еду оттуда в Икажево заниматься здесь этим спортом дзюдо, потому что там нету этого спорта, поэтому я сюда хожу, потому что тут намного легче, тут все объясняют нормально. Раньше я занимался вольной борьбой, так как оставил этот вид спорта, потому что у меня там не так все хорошо складывалось, и у меня там не так хорошо получалось, поэтому я выбрал этот вид спорта дзюдо, поэтому я здесь нахожусь в это время. Мне здесь очень сильно нравится, потому что здесь очень хорошие тренера. Отсюда даже вышли чемпионы, занимаются здесь очень хорошо. Даже тут в каждой смене есть очень много количества детей, так как многие люди довольны этим спортом, довольны этими тренерами. Поэтому все выбирают именно этот вид спорта, поэтому все здесь ходят. Каждую неделю нам показывают новые приемы, часто нас возят на соревнования. И у меня с того момента, как я сюда пришел, у меня появились новые друзья. Я понял, что именно этот вид спорта для меня нужен. Воспитанники спортивной школы сельского поселения Икажево принимают участие в соревнованиях от местного и регионального уровня до международных турниров, получают награды, сдают экзамены, одерживают победы на спортивные разряды, даны и пояса. Дзюдо – это наиболее популярный вид спортивной борьбы в Ингушетии. При этом значительно менее травмоопаснее, чем большинство из существующих видов единоборств. По этой причине большинство родителей выбирают эту спортивную секцию для своих детей. У меня 3 сына, и всех своих детей я отдал на секцию дзюдо. Я сам с малых лет любил дзюдо, и именно вот это мое мнение, и дзюдо воспитывает вот это силу воли. Я очень сам любил, и дети сейчас занимаются дзюдо, и выезжают на самые различные турниры и выигрывают. И как вы видите, они сейчас полную ногу занимаются. И я вот не преувеличиваю, но тренеры здесь очень хорошие и вытаскивают из себя все и занимаются с детьми. В данный момент здесь очень большой, хороший зал. И сейчас тренеры занимаются над несколькими вопросами, чтобы здесь были баннеры, то есть большие баннеры с дзюдоистами, которые достигли разные статусы или кто выиграл, хотят поставить здесь все. Здесь есть международный, кто выиграл международного класса мастер спорта, это Албагачиев, который дерется среди незрячих. Есть еще несколько ребят, которые очень сильно тоже занимаются и выезжают, и выигрывают и Европы, и СКФО. Я думаю, что можно, поэтому я своих детей отдал здесь. Тренажерный зал оборудован современными, функциональными и силовыми пневматическими тренажерами. Здесь светло, свежий воздух и интересная компания. Тренажеры удобно расставлены по зонам. Кардиотренажеры отдельно от силовых. При этом, выполняя круговую тренировку или работая в сплинте, вам не нужно бегать через весь зал в поисках нужного тренажера, ведь все необходимое находится рядом. Для любителей единоборств использование этого оборудования и занятий железом – хорошее подспорье для их тренировочного процесса. Я занимаюсь грэпплингом и дополнительно хожу в качалку, чтобы увеличить свою физическую силу. В этом зале все, чтобы увеличить свою физическую форму, силу. Сюда ходит много людей, места всем хватает, потому что люди ходят в разное время все.
Других фока я не знаю, я там не ходил. В этом все условия есть. Здесь мне нравится, все есть. Это спортивное сооружение максимально безопасно и отвечает всем современным техническим требованиям. Оборудованные площадки и помещения оснащены специальными техническими средствами, предназначенными для физкультурно-оздоровительных спортивных услуг, спортивно-зрелищных мероприятий, а также для организации физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга населения. Также ФОК сельского поселения Икажево предлагает спортивные и оздоровительные программы для разных возрастных категорий. Oxşu diyor. Doğ bir zanimastırdı. Zanimastı halda bakar, rezultatı zolş bu diyor. Ox basen di bolmuş. Veş diyor. Тренажерный, дзюдо, даже фиерия. Ну разные же борьба, доки oxşu. Masa doş bir zanit tokuş, şagom bir oxşu. Şu yurtta naqlaş iş hem qir diyor. Свободное время хавяка, биржа занимается, я как метики кирди. Что уж порядок лили, уж дион директор, уж персонал дион, порядок и уж воз дион, чистота и дион. Мы все уже тренажер, мы с бог бежи уж. Что же не хочешь делать мне? Баха бож уж бассейнжми уж, а бассейн о полезными, со всех их бассейн во уж дион, бяки, со баха бож бяки, бассейн хулташ. Кази дион, то что бассейн уж салар мухули дион, что свободный меркез бяки, ох ахек уж дион. صداق كم صداي ديون كيشنا شو ناقل شمال يرديون طولهم أيان إيشام دارير ساق بوك هيلش ما ديكو جروس أنا أجير بيرج توجيات ياق يشت مير يكاجوس كده مصر يشت الياق قاير داق بيرج أوش ما سيد سمينة ريها شو أقوم أوش دو بيرج ديون دايت الله هيج ديون أنا أجير ساق هيلش أبارة توخ جر حباق بيرج تقشوا باقة شان ديون زين ما تسج أوزر قشوش دا أوش بق جوردي نظرة مجاز على أوش نظرة دا أوش ديون دي الله ديكو ميرز هيلش ديون ناق مير يشتا ناق أجير ديون بيرج دخلون هوكلاش إلي داتر شيء ما تيجي حالة أتساقز ناقدا درسان ديشر заниматься дихмуди дела, полезным дела. В этой спортивной школе учтены все требования доступной среды. Каждое отделение имеет санузлы и душевые, приспособленные для маломобильных граждан. Все подчинено тому, чтобы обеспечить всех желающих равными возможностями заниматься физической культурой и спортом. В этом ФОКе функционирует малоизвестный пока в республике, но исключительно умный вид единоборства – грэблинг. Этот вид спортивной борьбы совмещает в себе технические приемы дзюдо, джиу-джитсу, самбо и вольной борьбы. В нем запрещены любые удары, а главное – это позиционная борьба. Исход поединка во многом решает умение спортсмена переиграть соперника, просчитать его действия на несколько ходов вперед, заставить ошибиться, умело применить болевой или удушающий прием. Для отработки ускользания, сбивания, удержания и других приемов в этой секции тренер ставит спарринг учеников, близких по целям и уровню подготовки. Такая тактика позволяет будущим грэблерам быстро и эффективно обучаться и оттачивать свое мастерство. Сейчас на тренировке отрабатываю тригон, но у меня нехорошо получается, но я постараюсь. Я раньше боксом 3 лета занимался, а потом борьбой 3 месяца, а сейчас я зашел в грэппинг, мне здесь больше нравится. У меня тренер по СКФО, можно у него научиться много, он чемпион. Когда я хорошо борюсь, а потом, когда тренировка закончится, я немножко полазю на канат и переодеваюсь и иду домой. Там у меня нет желания гулять, что-то делать. Я занимаюсь домашним делом.
Спортивный результат – это всегда тренерский проект. Результат спортсмена будет всегда выше результата, которого когда-то достиг сам тренер. Это арифметическая логика прогресса. Если спортсмен хочет достичь этой цели, у тренера должна быть полная свобода действий от самого спортсмена и тем более от его родителей. Мало кто осознает, что тренер не просто дипломированный специалист. Хороший тренер обладает набором уникальных опций, которые недоступны ни родителям спортсмена, ни тем более самому спортсмену. Настоящий тренер, относящийся к своей работе с любовью и душой, часто работающий с боксерами индивидуально, добивается высоких результатов, несмотря на все трудности и лишения. В связи с тем, что пока идет ремонт идет давно, уже 1,5 года, мы ходим в Укажевском спортшколе и в Магасе тоже иногда. Получается там ходить или здесь ходить. И мы готовим своих спортсменов. Сейчас парень, которого вы видите на мешках, который работает, он позавчера выиграл СКФО в Беслане, первый бой он выиграл. Завтра он будет боксировать с Карачаево-Черкесией, вот, соперником. Администрация этого ФОКа разрешает нам, уделяет нам время, хотя вот это невозможно с одним тренером, хотя тренеры мы сами знакомы, вместе тренировались. Поэтому как бы приходится трудно их тренировку вмешиваться, вот, проведя своих тренировок. Некоторые считают, что в поединке с борцом боксер непременно проиграет. Однако натренированный боксер не позволит противнику даже приблизиться к себе, чтобы провести захват и бросок. Если юный спортсмен никогда ранее не занимался секцией бокса, его может смущать статус новичка. Но стоит помнить, что новичком остаются недолго. Секция бокса для начинающих как раз и создана для тех, кто хочет, но пока еще не умеет. На первых же тренировках секции бокса ФОКа сельского поселения Икажево любой желающий узнает основные принципы и ключевые понятия этого единоборства. И под руководством опытных тренеров плавно перейдет к поединкам. А профессиональный подход и направленность тренировок дает возможность наиболее эффективно обучаться не только спортсменам высокого уровня, но и начинающим. Также спортивная школа единоборств сельского поселения Икажево предлагает занятия в секции по вольной борьбе. Здесь даже ребенок может научиться приемам самозащиты, избавиться от неуверенности, завоевать авторитет среди сверстников. Регулярные тренировки способствуют хорошему физическому развитию ребенка, а чтобы занятия были в удовольствие и приносили пользу, они должны проводиться в комфортном месте. В этом зале борьбы есть все, что нужно для продуктивных тренировок: просторный зал, профессиональный наставник и большое количество спарринг-партнеров. Я здесь занимаюсь 2 года. Я участвовал на соревнованиях на Назрани. Там я занял 2-е место. Еще я был в Али-Юрте. Там я тоже занял 2-е место и 1-е тоже. Я был в Пливе. Там я занял 3-е место. Это был республиканский турнир по вольной борьбе. Я буду дальше заниматься и у меня есть хороший тренер и буду занимать только 1-е места. В нашем ФОКе есть все, также в любом новом ФОКе Ингушетии мне здесь очень нравится. В стенах этого ФОКа жители сельского поселения Икажево могут заняться различными видами спорта и досуга. Развитие спорта для нас является одним из приоритетных направлений, и как раз доступность спортивных объектов дает значительное преимущество в воспитании сильной и здоровой молодежи. Икажево признано самым большим по численности населения населенным пунктом не только в Ингушетии, но и вообще в России. И я думаю, это не может не отражаться на пропускной способности вашего ФОКа. Вот как с этим делом обстоят? Сколько людей в смену проходит и численность персонала, который обслуживает этих спортсменов? У нас в ФОКе, у нас в школе проходят более 800 учащихся ежедневно. Эта цифра может убывать или возрастать в зависимости от школьной программы. Допустим, когда каникулы, детей становится меньше. В летний период, соответственно, из-за того, что дети больше гуляют на улице, становится чуть поменьше в летний период. А так, в принципе, ежедневно, по будням, ежедневно будние дни у нас, то есть ежедневно у нас проходит более 800 учащихся через нашу школу. А вот состав педагогов, или тренерский штаб, каково их количество и по каким видам спорта? У нас 35 тренеров,
общий штат 59 человек, из них 35 это преподаватели, то есть тренера. Большая часть из тренеров состоит, большая часть состава тренеров состоит из дзюдоистов. У нас дзюдо, как мы знаем, вот эта программа очень сильно развита, у нас есть свой олимпийский чемпион, и это отражается именно на этом виде спорта. То есть у нас больше акцент на дзюдо. Также параллельно у нас есть вольная борьба, есть тхэквондо, есть бокс, есть грэпплинг, есть футбол, есть плавание и греко-римская борьба. Ну, то, что ты говоришь про дзюдо, меня это не удивляет, потому что, да, это самый, наверное, самый популярный, самый распространенный вид спорта в республике, именно на волне побед Хасана Хамузаева, Нагушкова Мусаева. И вот это именно этот спрос, наверное, и породил предложение именно вот такое большое количество тренеров у вас. Очень интересный момент насчет бассейна. Это туда как бы это секция, где занимаются спортсмены, да, профессионально, или же туда может прийти поплавать любой из вашего села, как там дела обстоят? У нас большая часть, кто посещает бассейн, это наши воспитанники. Из-за того, что что бассейн это дорогое удовольствие. Соответственно, чтобы его содержать, нужны, то есть выделяются определенные средства, но эти средства, их, как всегда, недостаточно. И в связи с этим большая часть, кто посещает бассейн, это наши воспитанники. Наверное, нам не хватит эфирного времени, чтобы перечислить все те турниры, которые вы провели вот в стенах вашего ФОКа, но какие были такие самые яркие, запоминающиеся, которые особо гордитесь? Самый яркий турнир по дзюдо у нас прошел в марте 2018 года, то есть в прошлом году. Мы туда приглашали главу главу Назранского района, также были приглашены Даут Хашигульгов из управления спорта и туризма Назранского района. Этот турнир запомнился именно тем, что он был открытый турнир спортивной школы Днепровской Кажева, и результаты они были вот в нашу пользу. То есть мы заняли общекомандное первое место. Какие планы у вас по проведению турниров, соревнований здесь у вас, на базе вашего ФОКа, или же может быть, куда-то вывести своих спортсменов хотите вот, именно вот на текущий спортивный год? Мы ежегодно проводим турниры по дзюдо и по вольной борьбе. То есть вот эти два вида спорта у нас очень хорошо развиты. Дзюдо, несомненно, у нас есть победители и призеры Кубков Европы и мира. У нас есть призер мира среди слабовидящих Албагачиев Рустам. Он же является обладателем Кубка мира, чемпионом России 2019 года, является претендентом на Паралимпийские игры, которые будут проходить в 2020 году в Японии. Самый выдающийся результат за 18 и включая вот этот первый квартал 2019 года, это результат Албагачиева Рустама. Он стал третьим, то есть занял третье место на чемпионате мира среди незрячих по дзюдо. За достижениями Рустама многие следят в нашей республике, потому что этот парень, да, подает большие надежды и сейчас вот именно набирает очки для той паралимпиады, о которой ты говоришь. Будут ли еще какие-то мероприятия, да, спортивные проводиться как-то вот по вашему рабочему графику, плану? Вот сегодня в 10 часов отъехали спортсмены в город Ставрополь. Там будет проходить мастерский турнир по дзюдо. С нашего ФОКа туда поехало 4 ребят. То есть вот эту поездку организовал Минспорт. Соответственно, туда включили наших 4 воспитанников. И вот мы ожидаем от них первые места. А так основная задача это призовые места на чемпионате России, что будет способствовать вхождению наших воспитанников в сборную России. Как-то еще планируете расширить
именно вот количество секций, спортивных секций у вас в УКе? Или же вы уже достигли того предела, когда дальше просто двигаться некуда? Не планируем расширение школьной программы. Нам, в принципе, достаточно и те программы, которые у нас существуют, они у нас заложены на 2-3 года вперед. Так, единственная проблема в том, что мы являемся школой единоборств. Так мы бы развивали бы, если бы мы являлись не школой единоборств, мы бы развивали игровые виды спорта, такие как волейбол, баскетбол. Новым учащимся мы будем только рады. В случае, если не будет хватать мест для потенциальных будущих чемпионов, то есть каждый ребенок, он является потенциальным будущим чемпионом. Все зависит от тренеров, от самого воспитанника, а также от их родителей. Мы призываем всех родителей, чтобы они приводили к нам всех своих детей, родственников, племянников. В случае, если не будет хватать мест для этих детей, то мы готовы попросить компетентных людей, чтобы они расширили наш штат. Также мы можем попросить, чтобы выделили дополнительные места, например, в других школах, спортивных школах, также и в учебных школах выделили для нас помещения для наших работников и для наших воспитанников. Этот спортивный объект Ингушетии бережно хранит традиции ингушского спорта, став центром притяжения для всех любителей спорта, активного образа жизни и прекрасной стартовой площадки для спортсменов, которые достигли больших результатов в спорте и прославляют нашу республику и страну на мировой арене.